Иннокентий Федоров. Чек! И ноль Иннокентий Федоров ведет. Чек! Иннокентий Федоров, ваша. Рефери действует. Красный ногу. Давай, Паша, давай! Еще раз! Черноградский. Хват не делай. Ногой. Предупреждение синему. Арбитр. Ноги должны касаться. Сам! 1-1. Синий выбирает хват. Медицинская пауза. Пока Павлу оказывают помощь, мы приносим слова благодарности нашим замечательным спонсорам. Группа строительных компаний «Утум Инвест Плюс», ювелирная фирма «Керги», открытое акционерное общество ФПК «Якутия», компания «Хатутемп», представительство Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. Итак, заканчивается медицинская пауза. Пусть натяг сделает. Натяг пусть сделает, натяг. Тя, белем, старт давайте. Так, бой, старт Со счетом 2-1 победу одержал Иннокентий Федоров, Россия. В финальном поединке победу одержал Иннокентий Федоров, Россия. И первое место, золотую медаль Испании, победитель финального этапа Кубка мира завоевал Иннокентий Федоров, Россия. Я в 19 году Кубок мира выиграл, так что я уже знал, куда мне надо. Ровно год назад ты потерял все надежды на соревнования этого года. Так ведь? Угу. Когда ты в поединке с Черноградским получил травму, как ты из нее выходил и как ты вернулся победителем? Ну да, действительно, травма была такая
ну, серьезное, да? Чтобы отобраться на чемпионат России. Хотя бы в пятерку попасть, мне пришлось быстренько восстанавливаться. На реабилитации маленькими весами, гантельками. Так, чтобы как-то зажило, так сказать. Рука все равно болела. Я там со школьником сидел на помосте. Ну, чисто, чтобы он меня немножко растянул, чтобы кровь немножко циркулировала. Сразу после чемпионата России в Нальчике, Ага. когда ты повредился, ты что чувствовал? Что многие сказали, типа, бюджет, там, травма и так далее. Вообще, как бы, ну, не то, что будущего нету, а как-то со счетов списали. У меня в голове такого вообще не было. Не-не-не. Я собирался как быстрее выйти обратно на помост все-таки. На Кубок мира я все-таки должен был поехать. Но я не знал, заживет, нет. Ну, зажило. Не знаю. У меня в голове даже такого не было, чтобы это не тренироваться или там Ну, сдаться. на Россию поехал, взял уверенно. Да, в Россию уверенно. Уверенно взял Россию. Кто главный соперник в России и в мире? В нашей категории Черноградский Павел все-таки главный. А Искендеров Роман? Искендеров Роман тоже хороший. Он хороший соперник. Пришлось настроиться, да. Дегтярев? Дегтярев, кстати, ко мне в сетку не попался. Поэтому я о нем особо и не думал. Сейчас набирает обороты Алексей Кутуков, Дмитрий Макеев у нас молодой есть. Но в мире, да, если смотреть, из Киргизии Азат Таштамбеков очень сильный соперник. В этом году он, к сожалению, с переездом нехорошо был подготовлен, поэтому его списывать не надо. Скорее всего, в следующем году он подготовится. С венгром я не попробовал, скажу. Со стороны кажется, что он хорошо тянет тоже. Армянин оказался, да. Я не ожидал, что он натяжку даст. Был удивлен, кстати, конкуренцией. Сильно прибавили. В 2019 году, когда я ездил, да, мне казалось, как будто, ну все, уже они на одном месте стоят и не развиваются. У нас конкуренция, по-моему, очень сильно растет. Я в последние годы замечаю, прям сейчас тяжело пробиться, даже из республики. На первый этапе же я не ездил, по Ютубу смотришь, и непонятно. Я думаю, что они проигрывают-то? А сюда приехал, и внутри-то совсем по-другому. Оказывается, сильно прибавили. Я только увидел. Там вот приехал, и я вот только понял, что парни действительно там сильные есть уже по миру. Я рад, действительно рад, что я здесь. Я уже сколько? 2 года уже как бы от международных, да, отдыхаю. Не соревновался. Я очень рад, что здесь вообще побывал, соревновался. Все-таки надо на мир, хоть на один этап. Я рад, что попал, да. Трехкратным чемпионом мира является Павел Черноградский. Хотелось бы тоже так же трижды стать. Павел Черноградский, да, действительно является, да, хорошим спортсменом. До сих пор он очень сильный соперник. Конечно, очень хотелось бы побить рекорд, но время покажет, я скажу. В будущем, скорее всего, я в 90 килограмм вряд ли останусь. Я мечтаю иногда об абсолютке. Хочется вес набрать, попробовать. Так, этот год, ну, по части соревнований, да, я закрыл хорошо, скажем. Это крайние соревнования у нас в этом году. А так, мои цели далеко не Кубок мира, на чемпионат мира все-таки я планирую. Поэтому я еще не закончил свое дело. Так что для меня как бы тренировки не прекращаются. Я только начал, сказал бы еще. Это очень важная мысль. А теперь скажи, кто авторитет? Хотелось бы на него равняться. Анатолий Баишев. И мы все, наверное, пытаемся равняться на него. Ну, по крайней мере, я так считаю.